Докторова Надежда Ивановна, дизайнер одежды, член Союза дизайнеров Российской Федерации, отличник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат Республиканского фестиваля МОД Сахарба-2002, дипломант международных конкурсов молодых дизайнеров, основатель бренда одежды Эйкире. Окончила Московский государственный текстильный университет имени Косыгина. Сегодня у нас в гостях дизайнер одежды, владелица собственного бренда Надежда Докторова. Надежда, добрый день. Здравствуйте. Наверное, перейдем на «ты», поскольку я тебя знаю очень давно. Конечно. Надежда, сейчас очень много говорят о цифровой моде. Что это такое? И хотелось бы знать, это все-таки было временным явлением во время пандемии или же все-таки долгоиграющий проект? Цифровая мода — это будущее, которое уже наступило, и это нужно признать. Мы к этому, наверное, шли очень давно, и сейчас разворачивается на наших глазах такая картина, которая будет, обычно лет через 15-20, наверное, будет обычно для всех людей. А в цифровой моде сейчас в авангарде только основные, наверное, самые известные бренды, которые работают с блокчейном, с цифровой модой, с NFT и с другими вариациями, с криптовалютой и так далее. Да? Все это очень взаимосвязано. Отрывать цифровую моду от той же крипты, от той же метавселенной никак нельзя, потому что это развивается одновременно. Это прям очень такая интересная картинка, которую вот просто с удовольствием я сейчас наблюдаю. Сейчас, наверное, мы переходим на другую ступень развития, когда все материальное немного отходит на второй план, и мы уже больше работаем, наверное, со своей ментальной историей, со своими фантазиями, со своими желаниями, которые огромное количество у творческих людей. И реализовать это в метавселенной очень легко, мне кажется. Но это же дополнительный объем работы, да. Вот ты говоришь что в цифровом пространстве хотела бы реализовать то, что ты не сможешь реализовать, допустим, в офлайн, да, в реальной жизни. Это нарисовать какую-то красивую вещь, да, допустим, этой ткани здесь нет в наличии, ты создаешь эту вещь в цифровом пространстве. На примере других брендов, как мы наблюдали во время пандемии, да, вещь стоит, допустим, очень дорого, и те же блогеры, звезды хотят появляться в этих красивых вещах, но в цифровом пространстве, в своих блогах. Да? И покупали от $10 желаемую вещь на время, в одном-двух публикациях. Да? Вот это вот история. Да, это именно та история, когда человек, наверное, ограничивает чрезмерное потребление через то, что он возьмет вещь за некую цену. Да? Кстати, можно сказать, что цифровая мода — это дорогое удовольствие. До $10 пока, наверное, эта стоимость не дошла, потому что я знаю, что, например, худи Balenciaga стоило 26 тысяч евро. Но это большие бренды. Да, это большие бренды, и люди это покупали. Да? И надо понимать, что покупали они просто картинку на самом деле. Да? Вот так. То есть наше сознание настолько меняется, да? И невозможно просто... Например, мне как дизайнеру на это невозможно спокойно смотреть. Я не понимаю, как можно нематериальную вещь купить за такие деньги. Но это сейчас пока дорогая история. Через какое-то время это будет доступная история. Повсеместно. Да, повсеместно. И мы с вами сможем, наши дети смогут приобретать эти вещи. Сейчас еще один тренд — это минимизировать потребление. Да? Мы наблюдаем, как люди сдают вещи, экологичное потребление одежды. Да? Вот как дизайнер, как модельер, человек, который работает в этом, ты видишь свое будущее. Да? Будут ли люди также покупать охотно онлайн-продукты, либо же офлайн? Да?
Ну, вообще я считаю, что мода — это некая форма эскапизма, и метавселенная — это тоже эскапизм, то есть уход от реальности как таковой, да. И поэтому люди будут покупать, люди очень любят покупать, и постоянный спрос, постоянные покупки, торговля — это то, что, с чем мы будем жить долго, и ну, практически всегда. То есть это обмен, некий обмен. Будут покупать всегда? Да, люди будут покупать всегда, потому что это наша потребность некая. И для того, чтобы не навредить уже, наверное, природе, интуитивно люди уже стремятся уйти в некие другие формы, где наши фантазии развиваются вне вреда окружающему миру. Наверное, так я это вижу. Ну, наверное, нужно потребителю предлагать все время новое. Да, ну то есть это закон маркетинга. Маркетинговая история. Да. От этого никуда не убежать, и любой созданный бренд — это всегда стремится к продажам. То есть, ну, смысл тогда создавать что-то, да, если это людям не нужно и это не продается. Поэтому здесь часто бренды заигрывают с темой экологии, потому что это такая некая коробочка с двойным дном. Поэтому я, например, с удовольствием приветствую метавселенную, цифровую моду, потому что я вижу в этом будущее. Там безграничные возможности для любого человека. Можно приобретать все, быть всем одновременно. И, наверное, мы там будем реализовывать вот эту вот свою потребность потреблять. Извиняюсь, пожалуйста. Получается, ты хотела бы быть первым якутским дизайнером, который внедрит вот это все дело, и якутяне в будущем будут покупать твои вещи в цифре. Без ложной скромности, да, почему нет? Тем более, зная, как в нашей республике развивается IT-индустрия, кинематография, по-моему, есть все для того, чтобы это направление тоже развивалось. Я надеюсь, к этому мы придем, и это надо делать на самом деле очень быстро, потому что сейчас идут те люди, которые в авангарде. Надежда, ты работала очень долго с частными заказами. Да? Наши медийные лица, звезды эстрады одевались в твои наряды. Я недавно видела в сети, как Сардана Макарова, да, Сыромятникова в прошлом тоже рассказывала о том, как она выигрывала в твоих нарядах конкурсы. Хотелось бы узнать вот этот момент, да, день, когда ты решилась, все, хватит, прекращаю заниматься частными заказами, да, буду работать на масс-маркет. На самом деле это не сиюминутное, наверное, желание. С частными заказами, ателье я занималась, потому что я просто не знала, какими путями дойти до собственного бренда. Это вот моя своя дорожка, свой тернистый путь для того, чтобы, наверное, прийти к этому. Мой бренд — это, вот, наверное, мечта моего детства, хотя я не могла сформулировать в детстве, что это, для чего это. Я просто понимала, что я хочу этим заниматься. Каким образом это будет, я тоже не знала. И я не скажу, что это вот так вот по щелчку пальца что-то пришло. Нет, это долгая история, которая из года в год она вот трансформировалась. И в конце концов я создала свой бренд, который я назвала Эйкери. Он с таким философским значением, и мне это нравится. Хотя были, например, очень долгие мучительные поиски имени своего бренда, но в итоге я его нашла, и это звучание мне очень нравится. И, например, Эйкери — это обозначает перейти реку. Да? И это такая глубокая смысловая нагрузка, и каждый ее причем понимает по-своему. Даже бессмысленно рассказывать, что значит перейти реку. Для каждого это своя история. И я хочу быть частью этой истории. Ну, наверное, помогло, да, что вот оригинальное название выйти в свет, поскольку о тебе заговорили в прошлом году, когда твой наряд появился в российском издании «Эль». И не только «Эль», да, но после «Эль» стали печатать и другие издания, где говорят то, что якутский дизайнер входит в число, в семерке лучших дизайнеров из регионов. Да? Ну, это, по-моему, хороший показатель. Что ты почувствовала тогда? Наверное, детская радость какая-то была, потому что быть на обложке
журнала мирового, из журнала, это была, наверное, какая-то тайная мечта. Ну, это, наверное, каждая тайная мечта для дизайнеров, для моделей, наверное, да. Была радость, но самое удивительное, что еще случилось в тот момент, я впервые столкнулась с хейтом. То есть была такая, как сказать, волна не совсем каких-то... Обратная сторона популярности. Да, то есть, ой, а что за платье? Ну, зачем они? Почему? Не нашли лучше? Ну, вот такая история тоже была. И мне как бы... Я вдруг поняла, что, оказывается, есть эта сторона. И для меня это вот было непривычно, потому что до этого я как бы, ну, купалась во всем таком приятном. И тут вдруг эта волна хейта отрезвила меня. И я как-то стала немножко по-другому, наверное, смотреть на такие вещи. Не скажу, что прямо снесло голову от счастья, там, или я проснулась звездой, как это обычно бывает. Нет, 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 абсолютно, потому что для меня это работа. Для меня это работа, хобби, то, чем я занимаюсь 24/7, и поэтому я это воспринимаю как, ну, вот я поработала, и вот результат, наверное, так. Скорее всего. А как ты относишься тогда к негативу? Вот, что ты, ну да, детская радость, да, вот такой момент, и идет совершенно другая волна, да, сколько и благодарность идет, и радость идет, кто-то разделяет твою радость, да, и тут идет и другая волна, не очень хорошая. И что ты посоветуешь зрителям, потому что сейчас действительно такой информационный шум и задевает многих. Сказать, что негатив не задевает меня, ну, я совру, и, наверное, все будут врать. Если говорят, что вот, негатив — это то, что я не замечу. Да, на самом деле это абсолютно не так. Конечно, это задевает, это бывает порой обидно, но я понимаю, что это часть жизни. Ну, то есть как есть черное и белое, ты живешь, и ты должен принимать эту жизнь такая, какая вот она есть. Конечно, было обидно. Было, но сейчас, наверное, я спокойнее к этому отношусь. И даже, наверное, готова уже к какой-нибудь еще волне. Пускай она будет, да, я смогу отстоять себя и свой бренд. Пусть любая информация будет озвучена, кроме некролога, да, поэтому я считаю, что пусть, да, говорят, пускай даже говорят не очень хорошие слова, но говорят, потому что в нашей профессии нельзя быть скромным. Это вот как бы ошибка многих дизайнеров, наверное, будучи скромным, идти в эту профессию. Ну, по-хорошему, да, наглым нужно быть. Вот, как раз хотела спросить, есть... да, в мире моды что ценится? Какой человек приживается? Наверное, сильный. И по-хорошему наглый. Я своим студентам, например, всегда говорила: растите свою наглость, хорошую, здоровый эгоцентризм, здоровую наглость. Не будьте скромными, потому что если не вы, то кто? Хотя на самом деле я сама какое-то время, ну, как бы считаю себя, и до сих пор считаю себя скромным человеком, но сейчас я с удовольствием могу показать зубы, потому что, ну, иногда от этого зависит жизнь моего детища, и почему нет? А в мире моды кто для тебя пример? Напористости, наглости? Ну, в мире моды, наверное, не по характеристикам степени наглости я, наверное, выбираю. Да? В мире моды для меня примеры, наверное, это Александр Маккуин. Да? Вот, не знаю... При всей своей мрачности я не вижу в нем душевную чистоту, которая вот при всей трагичности его судьбы проявлялась во всех его коллекциях. Для меня также очень интересны японские дизайнеры. Тот минимализм, та какая-то философия жизненная, которую они несут, и то, что их прям очень сильно отделяет от когорты западных дизайнеров. Да? Это некий взгляд внутрь себя. Это Йоджи Ямамото, Рей Кавакуба. То есть я за их творчеством могу наблюдать бесконечно. Также я люблю скандинавскую моду. Да, Ирис Ван Нотен, например, да, тоже дизайнер, за его творческими вот этими поисками, которыми наблюдать просто, ну, можно бесконечно. Можно потратить на это всю жизнь, смотря каждая как это делается. коллекция искусства, да? Да, каждая коллекция искусства. Столько красок. Да, при этом мне нравится то, что они не предали себя, то есть не ушли в коммерцию 100%.
Хотя, конечно, наверное, коммерция и творчество — это вот такие две стороны одной медали, которые приходится постоянно как-то балансировать для того, чтобы сохранить свою идентичность и в то же время быть популярным с точки зрения коммерчески успешным, наверное, так. Мгм. Ну, согласись, все хотят быть коммерчески успешными, все хотят заработать. Вот как соблюдать баланс? Ты же говоришь, сохранить себя, а не сохранили себя. Это сложно. И, наверное, я думаю, что даже мировые дома моды с трудом справляются с этой задачей, потому что это очень сложная история. И, наверное, каждый ищет, наверное, свой путь какой-то, какие-то свои вариации. А на какие жертвы можно пойти, вот ты допускаешь, чтобы достичь своей цели? Я, наверное, в беседе со своим другом, в последнее время тоже дизайнером Петром Яковлевым, сказала такую фразу, под которую, знаете, как щелчок в голове, да. Я усмирила свое эго. То есть эго дизайнера, эго человека вообще в целом, да, для того, чтобы как-то более спокойно, наверное, смотреть на свое творчество. Не только с точки зрения коммерции, не только с точки зрения творчества, а как-то вот усмирить, немного причесать, наверное, как-то так. И мне на самом деле это нравится, и я понимаю, что для меня открываются какие-то новые пути. Потому что раньше я видела либо только коммерческие вещи делать, как все, например, да, и на этой волне там продаваться, да, либо видела такое углубление только в свое что-то. Но это уже такая история, когда продаваться довольно сложно. У тебя для продвижения должны быть какие-то очень хорошие финансовые возможности, да. Сейчас я пытаюсь усмирить свое эго, и я его называю своего дракона. Он у меня такой очень хороший дракон. Пытаюсь с ним договориться. И надеюсь, что у меня получится. Надеюсь, очень сильно на это надеюсь. Как ты думаешь, что отличает тебя от других дизайнеров? Того же Петра Яковлева. Это сложный вопрос. То есть, чтобы это понимать, надо, наверное, себя все время сравнивать с кем-то. Ты не сравниваешь? Нет, не сравниваю. Потому что я одновременно похожа и не похожа. Это сложно объяснить, наверное, да? Я не понимаю. То есть человек же, он не статичное существо. Наше сознание, наша душа, она постоянно... то есть нельзя сказать, что я похожа. Когда-то я была похожа на кого-то. А сейчас я не похожа. Скорее всего, так. В российских изданиях ты много говоришь о силе рода, да, о предках. И позволишь, да, зачитаю. Я не хотела создавать очередную марку, поэтому у бренда появилось философское значение. Как ты сказала ранее. Да? Это моя личная история. Я считаю, что сейчас не время копировать кого-то, нам надо изучить себя, свои корни. Это тоже следование тренду, быть отличительным, да, придумать эту историю, когда создается бренд, да, закрепить в умах, да, и идти напролом, чтобы все услышали. Это скорее история про то, что нужно найти себя. Я так, наверное, Ты это до сих вижу. пор в поиске? Конечно. Я не знаю, как можно остановиться вообще в поиске найти себя. Это, наверное, уже все, это уже история закончилась. Потому что мы всегда, я, по крайней мере, всегда искала опор. И у меня всегда была какая-то такая обидная история в плане того, что почему мы про свою родину так немножко, знаете, скромничаем, так стесняемся ее. Почему мы стесняемся своих корней? Почему мы стесняемся того, где мы родились? Мне всегда это было как-то непонятно. Я тоже стеснялась. Понимаете, я тоже стеснялась озвучить, что я из Якутии. В молодости мне это было сложно давалось. А сейчас я, например, с гордостью об этом говорю, потому что я восхищаюсь людьми, которые живут вокруг нас. Я восхищаюсь тобой, я восхищаюсь людьми, которые на улице, которые где-то в деревне, где-то в Арктике, да, в самой холодной точке мира, в Аймикёне, где как в минус 60, как можно жить. Да? То есть мы настолько сильные, что
вот эти нечеловеческие температурные условия для нас ничего не значат, и мы получаем от этого удовольствие. И наши предки жили, когда не было ни тепла, электричества, да, то есть, Удобств. да, и они выживали, они любили, они были счастливы, они проживали свою жизнь. И, наверное, для меня это точка гордости и точка опоры для своего бренда. И я понимаю, что ничем, кроме своей истории, нельзя удивить мир. То есть копировать западные истории — это путь в никуда. Вот когда говорят эксперты, скажем так, да, о том, что больше брендов не существует, и возникшие бренды, да, марки говорят: «Я бренд». Вот твое отношение. Как ты слушаешь? Ты же спокойно слушаешь? Я спокойно слушаю, и я понимаю, почему такие спорные моменты происходят. Я знаю даже, откуда корни идут. Мы воспринимаем брендами все то, что пришло к нам извне. Мы не воспринимаем брендами то, что произрастает у нас внутри. И это, наверное, некая такая, наверное, история советского прошлого, что ли, да, когда все считают, что мы ничего не можем сделать хорошо, в том числе и бренд. Но я считаю, что я гордо себя называю брендом, я не называю себя торговой маркой. Может быть, это смешно, бренд, как бы кто-то, может быть, смеется, какой же она бренд, там у нее там раз-два и обчелся команды, она сама там придумывает свою стратегию. Но пока я через себя это не пропущу, какая может быть настоящая история? И я считаю, что никакой специалист извне, даже если это будет сильнейшая команда там, из других стран, не откроет мне глаза настолько, насколько я могу сама это сделать. А для тебя какие российские торговые марки, бренды, ориентиры? Вот чья история тебе импонирует? С точки зрения творчества, например, мне интересно наблюдать за брендом Ушатава. Ушатава. То есть это прям я вижу, я считываю их почерк, я считываю их мысли, куда они идут, к чему они идут. Мне очень нравится бренд Вика Газинская, потому что у нее изначально как вот этот ДНК было заложено. Я не знаю, кто заложил, команда, может быть, откуда-то, либо она сама это создала. Но это четко читается, то есть это сильная линия. Я четко вижу, например, линию у совсем молодых брендов. Мне очень нравится, например, Рома Уваров. Я вот на него подписана, лайкаю буквально каждый его пост. Мне очень нравится его творчество, тема ресайкла и то, как он преобразовывает это. Да. Мне очень нравится бренд «Леси небо». Угу. Наверное, только не с точки зрения творчества, а с точки зрения личности самой Леси Небо. Да, вот. Кого бы ты хотела видеть в своих нарядах? Первое, что возникло, Рената Литвинова. Как бы это икона стиля. Из зарубежных, наверное, кого бы я хотела? Тильду Свинтон. Да. Наверное, я бы... какой-то интеллектуальные образы какие-то мне нравятся. И мне хочется на них видеть. То есть я даже сейчас понимаю, что, наверное, мне не нужно признание масс, да? Мне нужно признание каких-то таких людей, которые мне интересны с точки зрения души, что ли, да? То, как они живут, то, как они проявляют себя в этом мире. Наверное, так. Угу. Что тебя вдохновляет? Где ты черпаешь вдохновение? Когда, первое, что, наверное, все, небо, солнце, как банальная такая история, да, там цветочки и так далее. Наверное, меня вдохновляют истории, человеческие истории. Причем это не значит, что каких-то только знаменитостей нет. Меня иногда вдохновляет какая-то обычная личная история человека. И я вдохновляюсь от людей. Не от природы, оказывается.
Ты сейчас активно учишься, общаешься с менторами, экспертами. Ты пишешь стратегию, насколько мне известно, да, чтобы выйти в свет. Возможно, кто-то хочет и мечтает запустить что-то свое. Что ты порекомендуешь? Какие шаги нужно сделать, чтобы проявиться? Ну, самый первый, наверное, это признать, что вы это хотите. Признать с точки зрения, насколько вы готовы вложить не только финансы, но и время, возможности, свои деньги, душу, ну, все. То есть это такая история, которая затянет полностью. И если к этому не готовы люди, то они очень быстро выгорают. Но если ты понимаешь, к чему ты идешь, например, у тебя постоянно вот эта вот самозаряжающаяся батарейка внутри работает. И что бы я посоветовала, прежде чем что-то начинать, посчитать, очень строго посчитать финансовую историю, свои затраты, свои возможности и трезво посмотреть на эту ситуацию, ну, трезво взглянуть. А без финансов пробиться возможно? Я надеюсь. Я надеюсь, что это возможно, хотя понимаю, что это очень трудно. Стоит попытаться, если ты не будешь, по крайней мере, жалеть, что ты этого не сделал в свое Мне время. кажется, твоя история даже показательная, то, что стилисты берут твой наряд для фотосессии, без денег ты оказываешься на обложке. Да. Это же коммуникация. То есть очень нужно быть коммуникативно открытым для людей. И, наверное, где-то иногда нужно жертвовать собственными интересами, может быть, да. Но не рекомендовала бы делать это постоянно. То есть дозированно это делать. Постоянно общаться с людьми. И это вот все из такого вот нетворкинга выходит. Рождаются какие-то идеи, рождаются какие-то, истории. Насколько мне известно, твои родители — творческие люди. Твой отец — режиссер. Какой бесценный совет дал тебе твой отец, мама, которые ты используешь как ориентир? Папа, наверное, это, я папина дочка. Для меня это такая очень глубокая история. И когда всех детей отдыхать отправляли на юга, на моря, меня отправляли на родину папы. Это Нижнеколымский Улус, поселок городского типа Черский и деревня, село даже Андрюшкино, маленькое село. Я отдыхала там. И папа мне говорил то, что люди на севере обладают большой фантазией. Я говорю, почему? Наша суровая природа, казалось бы, да, в которой нет такого видимого изобилия, позволяет нам развивать нашу фантазию. И вот папа всегда говорил, развивай, смотри, изучай. Как-то и это мы всегда наблюдали на звезды, смотрели на снег. И, наверное, почему-то сейчас, когда я говорю, как я пришла к своей профессии, да, у меня первая возникает картинка, это то, как я смотрела на снег первый, который выпал. И мы с папой шли за водой. Раньше это было в Советском Союзе, на колонку, да, когда с бидоном своим на санках тащили вот эту воду. И хрустел этот снег, и я видела, как снег этот блестит. И мне хотелось его выразить в материале, что ли, да. И я до сих пор не нашла этот материал, кстати, который может максимально выразить этот блеск снега. Вот эту всю глубину. И как-то С папой у меня вот такая вот история. Наверное, он всю творческую составляющую вложил в меня. А мама — это стержень. Мама — это моя, наверное, упертость, потому что она у меня тоже очень сильная женщина. И она первый доктор искусствоведения в хореографии, якутской хореографии. О чем мечтает Надежда Докторова? Я больше мечтатель. И я мечтаю, наверное, быть свободной в творчестве. То есть создать
какое-то пространство вокруг себя, которое позволит максимально быстро реализовать свои идеи. Потому что сейчас я понимаю, что насколько медленно происходят все эти процессы. Мне хочется это делать быстрее, быстрее, быстрее. Я, наверное, хочу создать какое-то пространство, которое позволит реализовывать свои замыслы. Потому что я считаю, что невозможность их реализовать губит на самом деле человека. Потому что человек себя так или иначе он должен реализовывать свои возможности, свой потенциал. Иначе зачем? Мгм. Спасибо тебе большое, Надежда, за интересную беседу. Очень желаю, чтобы ты каждый свой белый лист разрисовывала в яркие краски, и чтобы советы твоих родителей действительно помогли тебе выйти в мир. Спасибо.